Сложные времена рождают сильных людей. Именно такой непростой период пришелся на долю Ефрема Эшба, чье имя навсегда связано с борьбой за независимое существование Абхазии. Ефрем Эшба – один из самых известных и образованных революционеров из плеяды большевиков, отмечают историки. Выходец из села Бедия, рожденный в семье дворянина Алексея Зурабовича Эшба. Он был пятым, самым младшим ребенком. С детства тяготел к учебе, в этом его поддерживала мать, которая очень старалась, чтобы все дети получили хорошее образование. Из 5 детей Ефрем стал единственным, который смог перевестись из Бедийской в Сухумскую горскую школу. Поступить тогда в это образовательное учреждение было сложно. Затем поступил в Кутаисскую гимназию, а потом в Тифлисскую, которую окончил с золотой медалью. Уже в Тифлисе у него сформировались революционные взгляды, а далее юридический факультет Московского государственного университета. Именно в это время он вступает в большевистскую партию. Да, он не доучился, потому что был исключен из университета, но это все же был юридический, да, факультет императорского университета, который получил неплохое образование. Ну, тут ему помогло и, конечно, и происхождение. Он все же был из дворян. Как сказал Эшба, знаете, ну, это может быть не в этот, вот, мол, Абхазский народный совет чуть ли не просил, да, дайте нам хоть какую-то автономию, да, от меньшевистской Грузии, но и формальной автономии толком не получили. Да. А вот пришли большевики, и вот вам открытая, да, реальная независимость. Да. Ну, это было сказано в 21 году, когда Абхазия была как бы и по формальным признакам независимым государством, но все же нельзя забывать, что действительно реальное обретение государственности произошло именно, восстановление государственности именно при большевиках. Из-за активной пропаганды революционных идей Ефрему Эшба часто приходилось переезжать из города в город и даже жить под чужой фамилией. А перед самой революцией он вернулся в Абхазию и был избран председателем Сухумского окружного комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовал в специальной миссии в Турции, где они смогли добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. Историк Сослан Салакая считает, что благодаря этому Абхазия получила признание в качестве Советской социалистической республики. Первая мировая война закончилась, но Турция бурлила. Султан вроде бы признал поражение Турции, отказался там от почти всех территорий, и вообще стоял вопрос о существовании турецкого государства как такового. И тут лидером такой турецкой, да, освободительного движения стал некий, Кемаль Паша, как тогда называли, будущий вот известный Кемаль Ататюрк. Да. И в том числе, нуждаясь, поскольку его соперников поддерживал Талта, он обращался за помощью к России, в том числе чуть ли не грозя, что он будет коммунистом. Да. И Лакоба и Эшба, да, были направлены в Турцию с целью выяснить, во-первых, насколько это соответствует реальности, и, во-вторых, а нужно ли, если это не соответствует реальности, поддержать Ататюрка. И Эшба, и Лакоба потом написали отчеты о своей поездке. И оба, хотя писали отдельно, как бы не сговариваясь и так далее, оба написали единогласно, что, конечно, Ататюрк никакой не коммунист, а в душе очень даже антикоммунист, да? Но в данном конкретном случае для Советской России, для большевиков, эта фигура наиболее приемлемая. Да? И потому можно ему и даже нужно ему помогать. В марте того же года Ревком Абхазии, в который входили большевики Лакоба, Эшба и Акертава, направил Ленину и Сталину телеграмму с сообщением о намерении в ближайшее время провозгласить Абхазию Советской Республикой. Первоначально, когда устанавливалась советская власть, была план и у Москвы, и у Тбилиси такой. Все же Абхазия будет автономией в составе Грузии, советской Грузии.
И совершенно неожиданно Эшба, Лакоба и так далее подняли вопрос, что нет. Мы будем провозглашать Советскую Социалистическую Республику. И, конечно, где-то им, наверное, придавала силу вот их миссия, да, в Турции, но, конечно, на нее они не ссылались. Они ссылались на желание населения Абхазии. Ефрем Эшба владел несколькими языками, знал русский, немецкий, французский и английский, работал в Нью-Йорке и входил в состав советской торговой делегации в Лондоне, был отличным дипломатом. В апреле 1936 года Ефрема Эшба арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму, затем доставили в город Владивосток, а далее в Магадан и только потом в Москву. Его обвинили в участии в антисоветской шпионской и повстанческой работе, подготовке терактов против руководства Всесоюзной коммунистической партии. В 1939-м приговорили к расстрелу на полигоне коммунарка в Москве. Ефрема Эшба реабилитировали в 1956 году. В самом центре Сухума в памяти о выдающемся абхазском политическом деятеле, его дочерью, знаменитым скульптором Мариной Эшба, был установлен памятник. В Абхазии чтят и помнят выдающегося государственного деятеля, который вместе с соратниками боролся за становление абхазской государственности. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.